20 ноября в Республике Коми отмечается День памяти участников олено-транспортных батальонов Великой Отечественной войны. Этот памятный день совершенно новый, установлен в Коми лишь в прошлом году. К знаменательной дате в Центральной библиотеке прошел час памяти. Его участниками стали студенты Интинского филиала Воркутинского арктического горно-политехнического колледжа. Открывая мероприятие, сотрудники библиотеки окунулись в историю. Вкратце рассказали ребятам о том, как олено-транспортные батальоны стали уникальными подразделениями Красной армии во время Великой Отечественной войны. 1941 год. Враг наступал практически во всех направлениях. Директивой Ставки Верховного Главнокомандующего от 23 августа 1941 года из части войск Северного фронта был образован Карельский фронт. Он создавался с целью обеспечить северный стратегический фланг обороны на севере страны. Карельский фронт стал самым протяженным из всех фронтов Великой Отечественной войны и составлял около 1500 километров. Он сдерживал натиск финской и немецкой армии, стремившейся захватить Кольский полуостров и Советскую Карелию, обеспечивал безопасность Мурманска и Сорока-Озерной железной дороги, ставшей второй дорогой жизни между Заполярьем и центральной частью СССР. Олено-транспортные подразделения комплектовались красноармейцами, привыкшими к работе на оленях в мирных условиях жизни. Красноармейцы из числа оленеводов ориентировались в тундре, находили ягельники для выпаса оленей, умело прокладывали пути по бездорожью. В военных билетах бойцов появились записи «Ездовой оленевод Пастух», «Заполярная кавалерия», «Рогатые дивизии», «Северные танки», «Полярный экспресс», «Олени в штанах». Какими только уважительными и добрыми прозвищами не удостаивали советские солдаты своих боевых друзей – северных оленей. Дата 20 ноября выбрана не случайно, поскольку именно 20 ноября 1941 года было принято секретное постановление о проведении мобилизации оленей, оленьих упряжек и ездовых каюров в Коми АССР и Архангельской области, подписанная председателем Государственного комитета обороны СССР Иосифом Виссарионовичем Сталиным. 22 ноября 1941 года Военный совет Архангельского военного округа издал приказ номер 18 о мобилизации оленеводов и отправке оленей из народного хозяйства Архангельской области и Коми АССР. Однако мало кто знает, что коренные народы Севера принимали участие в боевых действиях Российской империи еще во время Первой мировой войны в 1914 и 1918 годах, а Советский Союз впервые призвал оленеводов с оленями в рабоче-крестьянскую Красную армию в советско-финскую войну в 1939-1940-е годы. Использование оленеводов и оленей обосновывалось тем, что представители коренных народов более приспособлены к условиям полярной зимы и короткого лета в Заполярье, легче справляются с опасностями ландшафта, а олени эффективнее, чем танки и лошади. Из Республики Коми на Карельский фронт было призвано более 800 оленеводов, каюров, 800 нарт с упряжью и отобрано более 4000 оленей. Олени, попав на фронт, превратились в серьезное оружие и верных боевых товарищей солдат. Они многое могли: вытащить подбитый самолет, вести пушку-горняшку или ящики со снарядами, эвакуировать раненых. Более 10 тысяч раненых солдат были транспортированы на оленях. Бойцы-оленеводы доставили для выполнения боевых заданий почти 8 тысяч военнослужащих, перевезли 17 тысяч тонн боеприпасов и военных грузов, эвакуировали из тундры 162 аварийных самолета. Олени проходили там, где не могла никакая техника, по тундре, без дорог, по снегу, достигавшему несколько метров в глубину. Из 10 тысяч оленей, направленных на фронт в 1941 году, уцелело немногим более 1000. В ноябре 1944 года, после освобождения Карелии и Мурманской области, олено-транспортные батальоны были расформированы. Особыми гостями на мероприятии стали представители клуба военно-исторической реконструкции 28-я Нивельская дивизия. Они не только продолжили рассказ об олено-транспортных батальонах, но и провели демонстрацию собственной экспозиции, в которой собраны уникальные предметы военного времени. Мы слышали, да, олено-транспортные батальоны очень много спасли раненых.
Наши медсестры в бою использовали вот такие вот сумки. Эта сумка оригинальная, она 1935 года. Очень удобно было медсестре, она удобно распахиваться и удобно было, ну, как бы достать и оказать первую медицинскую помощь. Вот такая вот вещь у меня в сумке есть. Как бы, когда первый раз я узнала, она для меня была неожиданная. Она запакована, я объясню потом почему, потому что для вашей безопасности. Это садовый нож. Как вы думаете, для чего он нужен? Садовый нож, сейчас объясняю, ранение у солдата в руку или ногу. У нас в бой, если немецких солдат, женщины не ходили, не участвовали в боях, да, то наши женщины были на поле боя, ранее с мужчинами. Иногда было тяжело, и чтобы не терять времени и свои силы ослабить, они, чтобы не разрывать гимнастерку, они вспарывали ножом, и как бы быстро можно было оказать медицинскую помощь. Вот здесь вот такие вот медикаменты, которые тоже также находились в сумке медицинской. Это точные копии, которые были но это копии. СШ-36. Она приняла свой первый бой на Хаухенголе, где ее прозвали Хаухенголком. В принципе, это название за ней закрепилось. Также она участвовала в Финской войне, ну и в начальный период Великой Отечественной. Даже, говорят, в 1945 году успела поучаствовать в войне с Японией. Эстетически каска была, конечно, красивая, но неудобная. Бойцы на нее жаловались. И в 1939 году каска была точнее, на вооружение уже пришла новая каска СШ-39. Подшлемник у нее крепился на 3 клепках, а самая ее главная красивая часть была, наносилась звезда с серпом и молотом. В 1940 году в целях экономии подшлемник, вот можете видеть, какой здесь подшлемник. В 1940 году на СШ-40 подшлемник упростили, крепился он уже на 6 клепках, и именно модель СШ-40 была самой массовой моделью советского производства. После войны эта каска еще раз была модифицирована, уже была модификация 1967 года, там она крепилась уже, по-моему, на 8 клепках. Также можете видеть копанную СШ-40, как она сохранилась до наших времен. И в сравнении с нашими советскими касками у нас есть 2 оригинальные немецкие, одна восстановленная, это каска Н-40, то есть 1940 года, и также пока еще не до конца отреставрированная, но так сказать, реставрация в процессе, немецкая каска М-35, то есть 1935 года. В завершении мероприятия студентам предложили проверить свои знания в квизе. В рамках 3 раундов ребятам предстояло ответить на вопросы о Великой Отечественной войне, о лено-транспортных батальонах и песнях военного времени. Подобные мероприятия помогают подросткам не только получать новые знания, но и развивать патриотическое чувство и уважение к истории нашей страны.